Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета чемпионата мира по масс-рестлингу 2018 года Ольга Валерьевна Балабкина. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Артемий. Насколько сложной была организация чемпионата мира по масс-рестлингу? Как правительство республики сейчас поддерживает продвижение масс-рестлинга? Какие особенности в проведении крупных международных соревнований характерны для Якутии? Ответы на эти и другие вопросы найдете в этом выпуске «Акцент». Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас человек задействовано в организации чемпионата мира по масс-рестлингу и насколько тяжело было организовать такое масштабное событие? Необходимо сказать, что для нас достаточно почетно, как для Республики Саха-Якутия и для города Якутска, я думаю, особенно важно принимать чемпионат мира. Почему? Потому что это чемпионат мира по национальному виду спорта, который имеет своими корнями нашу республику и якутскую культуру. Поэтому, соответственно, достаточно много у нас задействовано прежде всего волонтеров. Из 1500 человек, которые участвуют сегодня в организации, 500 человек делают это на добровольной основе для того, чтобы мир узнал о том, что существует Якутия. Кроме того, нельзя не сказать о том, что очень много людей задействованы, например, в тех же социальных сетях, да, которые по большому счету к самому чемпионату не имеют отношения. Но в связи с тем, что они являются патриотами своей Якутии, они, во-первых, его и продвигают в сетях, да, и, соответственно, в общем-то, рассказывают об этом виде спорта своим друзьям. Поэтому сегодня нужно сказать, что чемпионат этот, он у нас состоит из 3 больших блоков. Это конгресс-конференция, особенностью которой будет являться участие на конгрессе специалиста в области спортивного права российского уровня, господина Алексеева, который, в принципе, наверное, сможет нам дать какие-то определенные советы или рекомендации для того, чтобы с правовой, законодательной точки зрения определить наш национальный вид спорта для продвижения дальше на российском уровне. Это для нас важно, и это базовая позиция Конгресса и конференции. Кроме того, будет научно-практическая конференция, которая начнется буквально через час на территории Северо-Восточного федерального университета. Она проводится силами Института физической культуры. Мы приняли принципиальное решение, что ее проведение и популяризация будет осуществляться на нескольких языках, и, соответственно, та база, которая у нас сегодня есть, а у нас есть прекрасная уже научная база в Чурапчинском институте физкультуры, когда непосредственно наши ученые, наши преподаватели разрабатывают уже систему самого вида спорта как такового, да, и именно разрабатывают его уже в реалиях сегодняшнего дня в виде цифровых вариантов. То есть есть уже электронные, так сказать, учебники, можно их назвать, да, которые обучают этому виду спорта. То есть Якутия уже закрепляет и свое право на саму технологию проведения. И на научно-практической конференции это будет обсуждено. Но и третье мероприятие – это сам чемпионат. Это зрелищное, красивое мероприятие, на которых я приглашаю всех жителей Якутии и любителей масс-рестлинга, и просто патриотов для того, чтобы разделить с нами поддержку нашей команды Российской Федерации, в которой в том числе большинство составляют якутяне. А как правительство республики вообще поддерживает сейчас масс-рестлинг? Какие меры поддержки принимает? Если говорить о мерах поддержки масс-рестлинга, то нужно сказать, что в отличие от вообще в целом многих субъектов Российской Федерации, да, Якутия всегда была, есть и будет пионером с точки зрения поддержки, закрепления поддержки. Да. Мы были 5 лет назад инициаторами закрепления национальных видов спорта в целом в законодательстве Российской Федерации. Это нам позволило сегодня прежде всего проводить в том числе этот чемпионат. Это раз. Вторая поддержка – это существующая инфраструктура поддержки национальных видов спорта. В республике, в городе Якутске, как вы понимаете, есть соответствующее даже государственное бюджетное учреждение, которое пропагандирует виды спорта и которое является не только центром методическим, но и центром спортивной подготовки. Это наш спортивный комплекс «Мадон». И обратите внимание, поддерживает правительство и как поддерживает правительство, можно называть цифры.
И, наверное, они точно будут большими цифрами, чем на поддержку всех остальных видов спорта. Почему? Потому что у нас нет ни одного мероприятия спортивного, будь это игры Манчары, будь это, значит, игры народов, да, будь это игры севера, будь это обычные спортивные корпоративные мероприятия, но на них в обязательном порядке всегда есть перетягивание палки. И вот какие особенности в проведении данного чемпионата мира вы можете выделить касаемо вот других событий? Все-таки чемпионат мира — это масштабное событие, и организационные тонкости в этом есть. Расскажите, пожалуйста, Аня. Да, было очень много организационных тонкостей, и в этом году мы очень сильный акцент сделали все-таки на продвижение этого вида с точки зрения того, что у нас есть цель. Мы хотим, чтобы этот вид спорта зашел в олимпийские виды спорта. И попадание должно быть всегда в цель. Нельзя бить в молоко. Да? Поэтому открытие, закрытие, концепция конгресса, концепция конференции, да, как таковой, оно рассчитано, и вся его популяризация рассчитана на то, чтобы идти к этому олимпийскому виду спорта. Поэтому сегодня в открытии будет своя изюминка, в открытии будет своя история. И она прежде всего связана с зарождением вот самого вида спорта, как борьбы льда и пламени. И я думаю, что в любом случае мы растопим лед сердец Олимпийского комитета и соответствующих чиновников, которые принимают эти решения, и добьемся того, что масс-рестлинг этим видом спорта будет. Ольга Валерьевна, спасибо вам за интересную беседу. С вами была программа «Акцент». До новых встреч.